Школьница Ольга Шпикина пока не решила, кем быть – медиком или инженером-нефтяником. При любом выборе неизменным остается набор базовых предметов – математика, биология, химия. Хочется получить образование и состояться в жизни, чтобы потом не жалеть о том, что не учился. Олимпиада по химии от компании «Лукойл» для многих ребят – шанс показать себя еще до поступления в вуз. Комплекс заданий – лабораторная и теоретическая части. На все 3 часа. Главное условие для участников – всего их 43 – по предмету в школе не ниже твердой четверки. В этот раз я составила вопросы более разнообразные. Более сложные, конечно же. Очень много окислительно-восстановительных, что сейчас востребовано в ЕГЭ. Чуть сложнее, чем ЕГЭ, но не настолько, чтобы не решить. В этом году мы согласились, безусловно, на то, что Олимпиада должна быть более высокого уровня, поскольку мотивация детей на выбор этой профессии, плюс те бонусные баллы при поступлении в вуз в условиях целевого приема, это достаточно все-таки важный момент для ребенка. Олимпиада проходит в стенах УГТУ, альма-матер многих нефтяников и нефтепереработчиков. Как отмечают сотрудники вуза, интерес абитуриентов к обучению по этим направлениям растет. В 2017-м конкурс вырос с 1 до 2,5 человек на место. Однозначно перспективы есть, кадры, особенно хорошо подготовленные, нам очень нужны. Мы на данный момент испытываем кадровый голод. Дожили практически до того, что мы привозим сюда специалистов, что нам впоследствии делать не хотелось бы. Поэтому сделаем и будем делать ставку как раз на развитие собственных кадров. 2 человека по итогам первой Олимпиады продолжают учебу по целевым направлениям в ведущих вузах России. Вдобавок к этому получают стипендию от компании «Лукойл» за хорошую учебу. Через несколько лет молодые ухтинцы вернутся в родной город подготовленными специалистами. Сначала на практику, а затем и на работу на нефтеперерабатывающий завод. Такой же бонус ждет победителей этого года. Их имена станут известны 30 января.